Это 21-я по счету ярмарка. Хоть и традиционная, но все равно по-своему уникальная. Впервые у покупателей есть возможность получить билет и выиграть наборы продукции местных товаропроизводителей. А еще прямо на Стефановской открылся живой уголок «Сельское подворье». Создавался специально для детей. Впрочем, полюбопытствуем, не уступали и взрослые. На ярмарке сегодня самая разнообразная продукция из самых дальних уголков республики. И, кстати, не только республики. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, откуда вы к нам сегодня приехали? Из Вятских Полян, Кировская область. А что продаете, что вы представляете нашим гостям? Вот, все на виду, яблоки, мед. Чеснок еще есть немножко. Среди лавок со съестными товарами выделяется стол республиканской лаборатории. Здесь вкусного не найти, зато необычных аппаратов и химических веществ хватает. Мы сегодня приехали, чтобы презентовать гостям ярмарки услуги нашей ветеринарной лаборатории, чтобы люди приходили к нам, исследовали пищевую продукцию, какие-то объекты ветеринарного надзора, которые их интересуют, чтобы они были уверены в безопасности того, что они кушают, и того, что они производят. Проверить, кстати, можно любую продукцию, будь то мясо, рыба, молочка, яйца или простая вода. В зависимости от сложности исследование занимает от 1 до 5 дней. Некоторые показатели можно получить быстрее, например, содержание нитрата в яблоках. Уже знакомый нам гость из Кировской области решился узнать, так ли хорош его товар. Помещаем индикатор внутрь яблока и нажимаем «Измерить». Прибор измеряет. Это является ниже нормы, значит, яблочко безопасно, и его можно кушать. Кушайте на здоровье. И дегустация здесь тоже за здоровье. Щедрые продавцы предлагают и молочку, и выпечку, и мед. Лучшим из медов считается липовый мед. Кто бы что ни говорил, кто-то говорит разнотравие хорош, кто-то донниковый хорош. Я могу все меда хвалить, но по науке липовый мед стоит на первой строчке по классификации медов, а затем уже все остальные. Женщины, конечно, предпочтение отдают больше донникову. Я его женским медом называю. У него очень вкус ароматный, приличный. Он и для женского здоровья очень хорош. И все же самыми востребованными оказались овощи. У лавок с картофелем выстраивались целые очереди. Потому что сентябрь, потому что осень. Собираем урожай. И с удовольствием со всех районов привозим продукцию для наших горожан. Согласитесь, что в этом году год был неудачлив для выращивания картофеля и овощей, но тем не менее картофель у нас сегодня на ярмарке присутствует. Самая большая очередь, посмотрите, это за картофелем и за овощами. Вот в течение часа у нас палевицы торговались, уже уехали. Гордость сегодняшней ярмарки и настоящая кондитерская фабрика. Гости из Сосногорского района представили продукцию впервые. Говорят, все изделия изготовлены по европейскому стандарту. А эта лавка, представляющая лесные дары из Краткировского района, масштабных производств и не имеет, зато оформлена с любовью. И ягоды в лукошках, и картофель, и морковь – все здесь настоящее, только размера совсем крохотного. Такой уж вышел урожай. У брата жена помогла мне, вместе соорудили, я что-то помогала, что-то она. Но в основном она, конечно, постаралась. Вот морковка вся, вот. Это наши все выращенные. Из лесных дикоросов, говорят продавцы, самым большим спросом пользовалась морожка – царская ягода. Она хоть и с высокой ценой, но шла на расхват. Остальные же гостинцы со всех уголков республики тоже отправились домой к столичным жителям Коми. Любовь Филиппова, Василий Янин, телеканал Юрган, Сыктывкар.